Организаторы представили поклонникам 174 лота, что сделало аукцион крупнейшим в истории Грейсленд. По оценкам экспертов, общая стоимость всех предметов превышает $1 миллион. Третий раз подряд мы устраиваем аукцион с участием третьих лиц, коллекционеров, которые предоставляют предметы, принадлежащие, как им кажется, Элвису Пресли. Мы проверяем вещи по нашей базе данных и выставляем только те, подлинность которых мы можем подтвердить. Грейсленд и архивы находятся в собственности Лизы Марии Пресли и не продаются. Сюда приезжают не только поклонники Элвиса, но и коллекционеры, музыканты, историки поп-культуры, даже представители музеев. По словам аукциониста Грейсленд Лоры Пикет, Пресли был очень щедрым человеком. По ее мнению, есть некая ирония в том, что однажды отданные им вещи возвращаются в поместье, чтобы найти новых владельцев. Мы предоставляем возможность коллекционерам получить то, что они действительно хотят. Вещь переходит от одного человека, который бережно хранил ее, в руки другого, который также очень бережно будет к ней относиться. Вот в чем заключается энергетика аукциона. Среди лотов рубашка с автографом Пресли из его собственного гардероба. Он предоставил ее в качестве главного приза на соревнованиях бойскаутов в 1973 году. А вот цепочка с бриллиантом, которую в том же году Пресли подарил своему старому другу Сэмми Дэвису-младшему. И хотя большинство лотов не по карману обычному поклоннику Пресли, в любом случае возможность так близко подойти к личным вещам короля бесценна. Жизнь Элвиса – пример американской мечты. Он появился ниоткуда, а стал успешным музыкантом и актером. Но в то же время он не зазнавался и всегда был открыт для общения. Он был скромным человеком, и его очень любили.